Прошлогодний фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, прошедший, кстати, у нас в Ингушетии, запомнился прежде всего безоговорочной победой ингушских атлетов почти во всех дисциплинах и направлениях. Доказать, что они лучшие, и подтвердить этот статус еще и в гостях – вот задача, которая стоит перед ингушскими спортсменами. И относятся они к ее выполнению со всей ответственностью. Бег на ходулях, перетягивание и лазание по канату, армрестлинг, подъем тяжести и многое другое. Все это звучит как пособие по общефизической подготовке для любого спортсмена. Однако среднестатистические показатели не для этих ребят. В своих дисциплинах они привыкли быть на первом месте. Перенос тяжестей – одно из направлений, где у ингушских богатырей все, что называется, схвачено. Следит за этим неоднократный победитель Кавказских игр Сурхот Ункаев. Начали! Кугуш кадло, она водом везде, тунцане галиш, а чудохкаш, когали чуду, а по скорости цацгали чудули, 100 метров, 50 метров, да, уйди, 50 хавохла, хавох, одах диса, разгружать дис. Кагинах каждый саг, она шуки, кагинах мабуй хор сагу шин ёшил вита есть. Мен шин дикох керада да алхит, что хамади цанне цахал шукун ожгуля хул, але. А очень много лоца есть каждый чушищий дисциплин, заниматься, да, каждый чушищий дисциплин выступает до охрышта. Бег на ходулях – еще один вид спорта, где Ингушетия не первый год другие регионы к себе и близко не подпускает. Инициаторы Кавказских игр просто не имеют права дать слабину, и результаты пока вполне неплохие. За ходом подготовки ребят к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа следят их тренеры. Рассчитать нагрузку и следить за состоянием спортсменов тоже важно. Справляются ребята на отлично, особенно радуют показатели армрестлеров, делятся тренеры. Мы сейчас с ребятами отрабатываем технику, скорость отрабатываем. В прошлом году ребята неплохо выступили, каждый год они на играх призовые места занимали. Первые места у нас всегда были по спорту. Вот сейчас в этом году посмотрим, над ошибками работаем. Сейчас сбор у нас осталось 2 недели осталось. И подготавливаем, посмотрим, как они покажут себя. Ребята очень выносливые, такие, с характером. И борются до последнего. Не отдают руку, держат работают, слушаются. На другой площадке до отдыха тоже очень далеко. Исмаил Хамхоев готовится к своей части соревнований. Победитель прошлогодних игр, хотя в троеборье он сравнительно недавно, а система подготовки у него и тренера уже выработана. Отлично. Силовой троеборье. Видеса, киркос шусовоз. 12 килограммов камень. Хосыш был 6 километров. Ханс 5 кил. Готовятся атлеты к фестивалю на базе отдыха в Мужичи. Оценить тренировочный процесс ребят приехал и министр спорта, который не сомневается в очередном триумфе ингушских атлетов. Конечно, возлагаем мы надежды и каждый год, потому что основателями этих Кавказских игр, ингушских игр является Республика Ингушетия, и нам не подобает быть где-то на хвосте. А как мы знаем, в прошлом году сборная команда Ингушетия заняла призовое 1 место. И в этом году у нас задача быть в числе призеров, не ниже 3-го места. Спортсменам есть куда расти, ведь предела совершенству нет, считает старший тренер. Надо постоянно стремиться улучшать результаты. Вроде бы тренировочный процесс нормальный. И мы сравниваем прошлогодние результаты и в этом году. Вроде бы в некоторых местах мы уже некоторые результаты улучшили, а некоторые еще надо дорабатывать. Мы вообще, если было у нас в республике легкая атлетика очень слабо развита, поэтому там проблема у нас. А так, остальные другие виды мы выступаем, у наших козырей, например, вот это все виды, которые я сказал, это наши козыри, мы можем в любом случае быть в призерах. Фестиваль стартует уже 30 сентября. До его начала не так много времени, а каждодневные многочасовые тренировки – залог будущих побед. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24.